Приветствую, смотрите, подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 1 октября. Смотрим на вот такой колоде пасьянс. Все знаки зодиака. События дня для вас. Начинаем с овнов. Первые у нас идут овны. Покажите мне, пожалуйста, события для овнов. 1 октября, пятница. Смотрим овны. Вижу сразу друга у вас. Встречу, общение, может быть, с другом, подружкой, переписка, как вариант. Победа. Победа, ну или результат какой-нибудь. Что-то у вас тут больше, ага, скользкое дело, больше ничего не вижу. Скользкое дело — это какое-то не очень хорошее предложение может поступить. Приятная новость. Приятная, радостная новость. Сейчас еще периметр посмотрю. Есть свидание, еще роза. Свидание. Ну, я больше ничего не вижу. Получается, у вас друг, общение, встреча, может быть, свидание с другом. Да, иногда так проигрывается. Ну, может быть, отдельно. Просто пообщайтесь с другом и отдельно еще идете на свидание. Победа, результат, приятная, радостная новость. И скользкое дело. Вот самое главное — быть начеку, да, с вот этим делом, с этим предложением. Кто-то сделает какое-то предложение очень заманчивое. Ну, там будут какие-то подводные камни, поэтому вам нужно будет необходимо как-то что-то уточнить, узнать, проконсультироваться, переспросить, потому что здесь что-то скрыто, какая-то информация. Благодарю за внимание, овны. Переходим к тельцам. В принципе, день неплохой, да, вот если у вас получится избежать этого скользкого дела. Не ввязаться, да, скажем так. Так, сейчас я поменяю значок. И будем смотреть события для тельцов. 1 октября. Ой-ой-ой, полетели, разлетелись. Тельцы. 1 октября, пятница. Покажите мне события для тельцов. Что будет происходить у тельцов в этот день? События дня. 1 октября, пятница. Деньги, мешок с деньгами. Может быть как получение, так и трата. Какое-то обращение с деньгами. Нерешенное дело у вас есть в этот день.
Сейчас посмотрим, может быть, получится у вас его решить. События нам покажут. Успех, результат, венок. Может быть, еще получение какой-то славы, известности. Верность. Слезы. Якорь не получается, зафиксировано. Так, смотрим периметр. Я не вижу по периметру совпадений. У вас выпадают финансы. Ну, может быть, траты, конечно. Траты. Нерешенное дело, которое не решится в этот день. Да, то есть что-то не получается. Ну, успех, конечно, может, да, там показывать иногда. Но это не стопроцентная гарантия. Да, вот ножницы, ключ, они прям показывают решение конкретное. А успех все-таки это так, 50 на 50. Поэтому, скорее всего, что дело вот это закончено не будет. И особенно, если вы планировали, да, что-то вот доделать, поставить точку. Ну, тут, наверное, вряд ли. Верность. Все хорошо в личных отношениях. Верность. Слезы. Слезы еще, не знаю, может быть, переживания, да, по поводу этого нерешенного дела. Но, может быть, слезы, иногда бывают и слезы радости. Поэтому тут тоже трудно сказать, как они у вас проиграются. Со знаком плюс или со знаком минус. Но я думаю, что здесь скорее со знаком плюс, потому что я здесь прям не вижу такого повода, да, для слез и переживаний. Поэтому, скорее всего, что со знаком плюс будут слезы. Благодарю за внимание, тельцы. Переходим к близнецам. Близнецы. 1 октября, пятница. События для близнецов. Покажите мне. Пятница, 1 октября. Сразу же выпадает корона. Это человек, с которым вы будете встречаться, какой-то очень важный, статусный. Солнышко, радость. Счастливы, довольны, наверное, встреча пройдет хорошо, да, вы своих результатов добьетесь. Так, это не получается, потому что солнце зафиксировало карточку. Успех. Да. Поэтому и довольны. Успех. Рыба не получается, потому что успех впервые увидела. Луна.
События в месяце. Может быть, вы с этим человеком встречаетесь раз в месяц. Да, например, там налоговый инспектор, да, или какой-то сотрудник банка. Ну, в принципе, так кто угодно, может быть, просто чтобы для примера, чтобы вы понимали. Друг. Общение, встреча с другом, подружкой. Колебания, сомнения какие-то у вас есть при принятии решений. Вы очень долго сомневаетесь, не знаете, какое принять решение. Так, и змея, злые языки. Злые языки, завистники в вашем окружении есть. Наверное, завидуют вашему успеху, да, вот этому результату. Смотрим, что здесь еще есть. Маска не получается, потому что зафиксирована. И здесь нет совпадения. Но я по периметру ничего не вижу. Получается, у вас однозначно встреча с каким-то важным человеком. Это какое-то официальное лицо, да, имеющее статус, положение, значимость. Это какой-то вот начальник, важный чиновник, может быть. Важное лицо, встреча с ним. Может быть, даже раз в месяц вы встречаетесь, периодически, да, встреча. Однозначно, вы счастливы, довольны, радостны. Эта встреча приносит какой-то результат, успех. Общение с другом, злые языки, ну это очевидно, да, то есть тут вот понятно. Может быть, как-то будут пытаться вас уколоть, задеть, поддеть, да, то есть какие-то такие, знаете, не очень приятные будут вещи говорить. Ну тут вот главное не обращать внимания. И колебания, сомнения в принятии какого-то решения. Вот еще быть, то есть в течение дня можете сомневаться. Это может быть что угодно, да, это даже какая-то покупка. Вы что-то покупаете и думаете, это, или, допустим, ехать этой дорогой или этой дорогой, да, туда ехать или сюда, да, ехать. То есть, ну, колебания в любом вопросе может проиграться. Так что, ну, вот такая информация для вас, близнецы. Благодарю за внимание. Переходим к ракам. Сейчас поменяю значок. Будем смотреть события для раков. 1 октября, пятница. Что ждет раков? Покажите мне. Что ждет раков в этот день? 1 октября. События для раков. Книга «Казенный дом». Казенный дом – это какое-то госучреждение, госструктура. Куда-то вы вот поедете. Ну, или пойдете, поедете, не знаю, как далеко она от вас находится. Радостная новость. Возможно, там узнаете какую-то новость приятную. События в месяц. Вот, может быть, вы каждый месяц, да, посещаете это госучреждение. Это. Может быть, это налоговая, да, или больница. Раз в месяц вы ездите там зачем-то в больницу на какую-то процедуру.
Так, деловые отношения еще вижу. С кем-то будете общаться по работе, да, то есть это какой-то человек, общение с ним. Так, и проверяем периметр. Колебания, сомнения. Может быть, думаете, да, встречаться, не встречаться, общаться, не общаться. Горизонтали не вижу, здесь нет карточки, здесь горячая любовь не получается, здесь нет, совпадений нет, нет и нет совпадений. Так, смотрим, что здесь выходит. Первое, казенный дом, это может быть налоговая, это может быть больница, суд, прокуратура, ЖЭК, школа, университет, то есть это вот любое какое-то учреждение такое. Вы туда едете решать, это связано с бумажными делами, да, то есть вам нужно решить какие-то бумажные вопросы, оформить какую-то сделку, не знаю, что-то заключить, взять какую-то бумажку, справку, выписку, то есть это все вот идет по книге. События в месяце, может быть, вы это делаете каждый месяц, да, сдаете какой-то отчет, да, или там ездите, что-то связано с бумагами. Получаете приятную новость в этот день, радостную, я бы даже сказала, не просто приятную, она вам очень поднимает настроение. У вас деловые отношения, может быть, вот деловые отношения в этом казенном доме у кого-то так может проиграться. И еще какие-то колебания, сомнения. Тут уж не знаю, да, чего они у вас будут касаться, это может быть что угодно. Да, любое принятие решения вызывает вот эти колебания, сомнения. Поэтому тут вот трудно сказать. Ну, такое будет у вас в пятницу. Какое-то сомнение. Благодарю за внимание, раки. Очень даже у вас замечательный день, продуктивный. Смотрим события для львов дальше. Так, меняем значок. Львы. 1 октября. 1 октября, львы. Покажите мне, пожалуйста, события для львов. Где события для льва? Интересно мне знать. Застолье у вас в пятницу какое-то намечается. Что, мысли об одном застолье, что ли, только? Якорь, остановка. Ну, я думаю, якорь здесь показывает остановку в делах, да, что вы что-то не заканчиваете, то есть не занимаетесь делами, потому что, ну, вот потому что не занимаетесь, да, как-то вот, видимо, не хочется вам заниматься делами, а хочется отдыхать, развлекаться, веселиться. Вы уже чувствуете, да, выходные на носу.
Так, сейчас я еще посмотрю периметр. Может быть, еще что-то будет. Такой день у вас несобытийный. Ну, иногда бывают, да, такие дни, когда просто прошел и все. Ничего глобального не приключилось. Так, тайна не получается. Нет, больше ничего не вижу. Ну, если вы что-то увидите, да, то пишите мне. Я вам напишу, что это значит. Получается, у вас только застолье, то, что я увидела, и якорь. Да, то есть, либо, как вариант, вы что-то заканчиваете, доделываете, ставите точку в каком-то большом проекте, задании, задаче, да, может быть, какой-то большой клиент, да, вот поймали такую большую рыбку и отмечаете, да, это дело. Либо, как вариант, якорь показывает, что вы ничего не делаете, да, думаете только о том, как быстрее наступит вечер, да, и будет вот это вот отдых, развлечение, какая-то вечеринка, веселье, ужин. Так что вот такой день у вас, львы. Благодарю за внимание. Переходим к девам. Так, сейчас я поменяю значочек и будем смотреть дев. События для дев наших. Что тут у дев будет происходить 1 октября? Сейчас посмотрим. Покажите мне, пожалуйста, 1 октября девы. События. 1 октября. События для дев. Колокольчик. Пустые могут быть приятные разговоры. Приглашение не получается уже. Семейная жизнь. Ну, я думаю, что здесь вы будете хорошо проводить время с семьей, да, то есть вы вместе куда-то пойдете, наверное, большой семьей. Прибыль, получение финансов. Какая-то тайна может открыться. Вот, может быть, да, вот в этом пустом разговоре кто-то какой-то секретик откроет. Либо еще замок показывает, что что-то закрыто в этот день. Подарок. Подарок. То ли вы покупаете, то ли вам, тут непонятно. Ожидание. Ожидание. Закрыто ожидание. Ждете, что что-то откроется. Так, смотрим периметр еще. Горячая любовь не получается, здесь зафиксировано. Здесь нет, здесь смотрим. Надежда, да, видите, вот прям есть надежда, ожидание. То есть вы чего-то очень сильно ждете, надеетесь, не знаю на что. На что-то надеетесь в этот день. Такая прям есть вера, да, вера в то, что все будет хорошо. Ссора, может быть.
ссора. Так, смотрим еще здесь. Я не вижу совпадений, нет. О, и ключик, отлично. И ключик показывает, что все, что было закрыто, все для вас открывается. Просто надо, может быть, будет немножечко подождать. Так, смотрим, значит, по очереди. Событий много, называю все. Семейная жизнь, то есть однозначно вы всей семьей куда-то идете, да, то есть проводите время вместе. Это может быть, конечно, и дома, но вы однозначно взаимодействуете друг с другом. В окружении могут быть дети. Если у вас нет своих детей, это могут быть друзья прийти с детьми, это могут быть ваши младшие братья, сестры, это крестники могут, допустим, в гости прийти. То есть будут дети в окружении в этот день. Может быть, вот подарок, да, даже вы покупаете, да, кто-то приходит, вы покупаете подарок, ожидаете прихода, может быть, внуки, да, внуков привезут к вам на выходные. Так, прибыль, получение прибыли, пустые разговоры, да, ну, это вот все, что связано с семьей, когда мы просто болтаем, да, о том о сём. Ключик, у вас все двери открыты, да, то есть можно в этот день решать все какие-то сложные вопросы, да, вот открывать все, что закрыто, очень хорошо, какие-то тайны открываются, тоже по ключику. Надежда, да, то есть надеетесь, ждете кого-то или что-то, ну и может быть ссора еще, вот ссора еще может проиграться, поэтому если не хотите, да, ни с кем поругаться, то вот контролируйте свои эмоции, девы, 1 октября в пятницу. Ну, эта ссора, в принципе, может быть где угодно. Это не обязательно ссора, да, там с близкими, членами семьи. Это можно и в транспорте поругаться, и в магазине, то есть и где угодно. Поэтому так. Ну, зачем себе портить настроение, правильно, если лучше, как бы, скажем, не доводить до этого. И все. Благодарю за внимание, девы. Дальше мы переходим к весам. Следующие 6 знаков зодиака будут в другом видео. Ссылочку на него вы можете найти под этим видео. Да, всегда я оставляю, чтобы легче было искать. Благодарю за внимание и жду вас во второй части.